5 октября около полудня в итальянский ресторан при пятизвездочном отеле «Ла Балерина» в центре Праги пришла молодая пара. Однако заказать еду они не успели. Романтический обед прервали сотрудники чешской полиции. Видеозапись ареста они опубликовали вечером во вторник. Мужчину, его называют Евгений Н., задержали по подозрению в кибератаках на цели в США. Известно о нем немного. Он является гражданином России, ему 29 лет. Полиция говорит, что он жил на широкую ногу и, кажется, не ожидал ареста. Мужчина передвигался по Праге на роскошной машине со своей девушкой, и арест застиг его врасплох. Он был так удивлен, что не оказывал сопротивления, после чего он потерял сознание. Полиция оказала ему первую помощь. После чего предполагаемого хакера госпитализировали. Его доставили в психиатрическую больницу, но вскоре выписали и перевели под стражу. Сейчас он ожидает решения суда об экстрадиции в Соединенные Штаты. Именно США запросили выдачу на россиянина Красного ордера Интерпола. Он дает разрешение на розыск и арест с последующей экстрадицией. Операция по задержанию предполагаемого хакера проходила при взаимодействии с ФБР. Чешская полиция сработала быстро. Россиянина взяли менее чем через 12 часов после получения оперативной информации. Посольство России в Чехии заявило, что будет добиваться отправки задержанного россиянина на родину. Посольство предпринимает все усилия по защите интересов российского гражданина. Работаем с его адвокатом. Российская сторона отвергает навязываемую Соединенными Штатами всему миру практику осуществления экстерриториальной юрисдикции. Настаиваем на передаче задержанного российского гражданина в Россию. В чем именно подозревают россиянина, неизвестно. Ранее, в октябре, США официально обвинили Россию во взломе серверов штаба Демократической партии. Министерство внутренней безопасности США и аппарат директора национальной разведки США опубликовали совместное заявление. Разведслужбы США уверены, что российское правительство руководило недавними взломами электронных почт американских чиновников и организаций, включая политические партии США. Публикация украденных электронных писем, выложенные на сайтах dcleaks.com и WikiLeaks, а также пользователем Guccifer 2.0, согласуются с методами и мотивами российской стороны. Подобные кражи направлены на вмешательство в процесс выборов президента США. В Кремле обвинения Вашингтона отрицают. Хакерский скандал комментировали на высшем уровне. Президент Владимир Путин заявил, что взлом американских серверов не в интересах России, а громкие обвинения объяснил попыткой отвлечь внимание от самой предвыборной кампании.